Дорогие друзья, продолжим наше обучение. Для того, чтобы пройти модуль обучающего курса, тогда мы входим на портал. Для этого нас переводят на портал embek.kz. Вход по ЭЦП можно через ЕГОВ и автоматически перекидывает на портал ЕГОВ. Вот здесь разные варианты. На канале у меня есть, в принципе, как правильно входить. Так, выбираем мы здесь ЭЦП и пароль. Открыть. И вот автоматический переход на другой портал, который изначально мы запрашивали. Получается, мы в кабинете заходим. Сейчас мы заходим на свой обучающий курс. Вот смотрите, 25% пройдены. Дальше мы продолжаем. Полностью вот здесь вот описывается, о чем курс, как ранее говорила. Дальше уроки. Модуль 1 прошли, 2 тоже, 3 галочки стоят и 4. И начнем. Итак, модуль 4, бизнес-планирование. Как обычно, мы должны все это пройти, обучение, пересмотреть. Презентация, лекции, аудио, видео. После этого завершаем урок и переходим в следующий. И вот 15 вопросов, промежуточное тестирование. Начинаем. Первый вопрос. Бизнес-план нужен для инвестора. Следующий вопрос. Не является инвестициями в основные средства. Ответ будет затраты на коммунальные услуги. Следующий. Каким 3 основным целям служит бизнес-план? Дает понятие инвестору окупаемость и рентабельность инвестиционного проекта, служит источником и так далее. В общем, вот этот ответ. Следующее. Когда заполняется раздел бизнес-плана резюме проекта? В первую очередь. Следующий вопрос. Какой раздел бизнес-плана содержит сведения о структуре предприятия, персонале и кадровой политике? Так, это организационный план. Бизнес-план в первую очередь нужен всем, кроме госслужащих. Дальше. Бизнес-план не позволяет быстро стать богатым и состоятельным. Мама. Дальше. Краткое описание раздела, который содержит ключевое содержание всего бизнес-плана. Резюме проекта. В каком разделе бизнес-плана предприниматель описывает технологию производства? Производственный план. Для чего или кого нужно придерживаться стандарта правил разработки бизнес-плана? Для пояснения ценности и прибыльности бизнес-идеи. Ответ. Следующий. Не является инвестициями в основные средства. Я так думаю, затраты на закуп сырья. Следующее. Не является инвестициями в основные средства. То же самое, такой же вопрос. Здесь будут расходы на сбыт. Следующее. Что из ниже перечисленного не является разделом бизнес-плана? План дел на неделю. Следующее. Руслан, прежде чем начать свой бизнес, решил составить бизнес-план. Какой вид бизнес-плана необходим Руслану для размещения на краундфандинговой платформе? Мама. Инвестиционный бизнес-план. Следующий. В каком разделе бизнес-плана предприниматель производит расчет затрат? Это у нас финансовый план. Вот мы теперь
завершаем тест. На все 15 вопросов ответили. И смотрим наш результат. 14 вопросов правильных из 15. Все окей, мы прошли. И переходим к следующему модулю. Друзья, спасибо, что вы были с нами. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Но данные вопросы придут всем, но вперемешку. Так, очередность будет меняться. Напоминаю то, что 8 апреля стартует первый поток этого года. Прием заявок на конкурс 400 МРП бизнес-постав. Для этого мы вот сдаем этот тест, чтобы получить наш долгожданный сертификат. Вот. Если видео понравилось, прошу поставить лайк, подписаться на мой канал и не пропускать следующие видеоинструкции. Спасибо всем. Всего доброго.